В Житае состоялась приемка катеров, приобретенных для Кобяйского и Анабарского районов для перевозки пассажиров в труднодоступные населенные пункты. Катера доставлены в рамках программы развития арктических и северных территорий. Подробнее в репортаже Артура Габышева. К причалу поселка Житай пришвартовались два катера. Они проделали долгий путь. Один из Костромской области, другой из Подмосковья. Этому событию рады главы Кобяйского и Анабарского районов, поскольку такой речной транспорт так нужен жителям этих районов. Отметим, что в прошлом году два подобных речных транспорта были приобретены для Устьянского улуса. Катера уже прошли тестирование и пригодны для эксплуатации на северных реках. С прошлого года в рамках комплексной программы развития арктических северных территорий Республики Саха-Якутия реализуется мероприятие по приобретению катеров для труднодоступных населенных пунктов. Катера приобретены на сумму 21 миллион рублей. И со следующего года начнутся уже перевозки по социально значимым направлениям в этих улусах. Один из катеров был изготовлен для Якутии в Костромском судомеханическом заводе, другой в Подмосковье в компании «Русбот». Их передадут в ведомство администрации Кобяйского и Анабарского улусов. Там намерены катера использовать не только для перевозки пассажиров, но и для рыбодобычи и решения чрезвычайных ситуаций. Предоставлением транспорта, водного транспорта, я думаю, мы решим очень много проблем. Это, во-первых, те населенные пункты, у которых нет авиаплощадки, вертодромов, там, которые стоят возле реки, да, где нет дебаркатора, где ракета не ездит, да, там мы будем решать вопрос, используя подводный транспорт. И мы благодарны руководству республики, что в рамках программы развития арктических территорий уже предпринимаются реальные шаги. Катер для Кобяйского района вмещает до 9 человек, а для Анабарского района до 12. Все они оснащены рациями речного регистра, гидравлическим управлением и спасательными жилетами и имеют большой запас хода. В скором времени катера перевезут в улусы для дальнейшего использования по назначению. Артур Габышев, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.